Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 22 декабря глава республики Эйсан Николаев обратился с ежегодным посланием к Госсобранию Илтуме. Он отметил, что в ближайшие 5 лет продолжительность жизни в республике должна возрасти до 78 лет, а к 2030 году перейти рубеж в 80 лет. С 2021 года в республике объявлено десятилетие здоровья. За эти годы должны добиться коренных перемен в укреплении общественного здоровья. Что уже предпринимают в регионе по десятилетию здоровья и как справиться с другими поставленными задачами. Гостья студии Алена Никитина, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по вашим наблюдениям, насколько сильно изменилось сегодня сознание жителей республики в отношении своего здоровья? Ну да, хочется отметить, что в постпандемийный период, конечно, отношение населения к своему здоровью, оно меняется. Да, оно меняется к лучшему, потому что население стало активнее ходить, так скажем, в медицинские организации не только по заболеванию, да, а стали больше ходить на профилактические мероприятия. Да, это очень хорошо. Как раз мы говорим об ответственном отношении к своему здоровью. Потому что в 50%, ну более чем в 50% наше здоровье зависит от образа жизни, конечно. Да, и в меньшей степени от системы здравоохранения. Вот ваш центр внедряет новую модель организации первичной специализированной медпомощи в малонаселенных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, ну, в Арктике в частности. Да? Вот расскажите о реализации этого проекта, ну и что нового появится в этом направлении после послания главы. Да, действительно, в декабре еще 2021 года тоже в своем послании глава республики Айсен Сергеевич Николаев дал поручение о развитии арктической медицины. И мы активно работали в 2022 году. На самом деле, большая была проведена подготовительная работа. И в начале 2023 года в нашем учреждении, в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики, было создано новое подразделение – Республиканский центр мобильных бригад. Работа и вообще деятельность РЦМБ, она направлена на как раз-таки повышение доступности и качества медицинской помощи именно действительно в арктических районах. И за этот период нами выполнено уже 49 вылетов-выездов, во все абсолютно охвачены, все абсолютно 13 арктических районов и 89 населенных пунктов. Ну, в каждый район мы съездили 2 раза, в некоторые 3 раза и более. Но в рамках деятельности РЦМБ были созданы 6 мультидисциплинарных взрослых бригад и 1 мультидисциплинарная детская. Ну, что значит мультидисциплинарная? Конечно, это все-таки узкие специалисты, которых действительно недостаточно в арктических районах, а порой, в общем-то, и нет даже таких специалистов, как кардиолог, эндокринолог, ну и прочее. Конечно, поэтому это действительно очень такой, я бы сказала, такой прорывной проект, потому что и самое главное, население очень хорошо отзывается, очень благодарят. И за этот период мы осмотрели более 33 тысяч с половиной населения. Из них порядка 11 800 – это дети, 14 тысяч – это коренные малочисленные народности Севера. И что хочется отметить, что установлено, так скажем, да, заболеваний порядка 75 тысяч, в том числе большая часть, и есть где-то 16% от этого общего числа, это впервые установленные заболевания. Значит, общая заболеваемость, так скажем, такова. Это, конечно, в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания.
такие как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, это болезни органов дыхания на втором месте, и на третьем месте это болезни мочеполовой системы, ну, такие как пилонефриты, гломерулонефриты и прочие заболевания. В первичной заболеваемости на первом месте все-таки это болезни органов дыхания. Это хронические обструктивная болезнь легких, это бронхиальная астма, потом это эндокринологические заболевания и, опять же, заболевания мочеполовой системы. Нами было взято на диспансерное наблюдение порядка 3300 человек. Мы этих наших пациентов в течение вот этих 10 месяцев в динамике, так скажем, наблюдали. Мы к ним и выезжали повторно, и проводили телемедицинские консультации. В общем, это действительно такая большая очень работа проведена. Также хочется сказать, что где-то порядка 2800 человек были направлены на дообследование и лечение в республиканские медицинские организации. Ну, меньше половины этого человек, конечно, ну, так скажем, доехали, да, но все-таки, так скажем, по каким-то объективным причинам. И тем не менее 21 человек получил высокотехнологичную медицинскую помощь. Из 125 человек, которые были направлены в онкологический диспансер, 25 пациентам установлено злокачественное образование, и порядка 65% на первой и второй стадии. Это очень хороший на самом деле результат. Ну и в целом население ездило дообследоваться, так скажем, по мере возможности. Ну, нами проведены, конечно, различные диагностические исследования, лабораторные исследования, и, в общем, огромная работа была проведена нашими докторами. Ну, также у жителей Арктики была возможность пройти обследование в Якутске, да, вот вы провели акцию обследования здоровья. Каковы результаты обследования уже здесь, в Якутске, жителей Арктики? Да, буквально вот последние, так скажем, декабрьские 2 недели действительно мы пригласили жителей Арктики, которые проживают в городе Якутске. Ну, значит, к нам пришли где-то 307 человек. Они прошли различные исследования, консультации узких специалистов, сдали анализы, провели онкоскрининг. Ну, в общем, в принципе, практически все то же самое, что и в арктических районах. Ну, я думаю, что эта акция, она была достаточно такая активная. Наверное, мы в последующем тоже будем проводить такие мероприятия. Ну вот ваш центр организует различные тематические недели, да, посвященные тем или иным проблемам здоровья. Вот какие темы получили наиболее широкий общественный отклик, ну и с чем связываете популярность той или иной темы? Действительно, в рамках проведения мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации еженедельно нами проводятся различные тематические недели. Они посвящены различным заболеваниям, либо состояниям. Да, ну вот, мне кажется, очень активные были у нас недели психологического здоровья, да, все-таки это сейчас очень актуально. Это, конечно, и недели сердца, и, ну, в общем, это на самом деле такая большая профилактическая, так скажем, с целью пропаганды здорового образа жизни, да, и с целью привлечь внимание населения все-таки к своему здоровью. Потому что все-таки лучше предупредить, чем лечить. Потом, конечно, заболевания. На самом деле все эти недели, они очень действительно активные. Участвуют все абсолютно медицинские организации нашей республики. Проводятся различные мероприятия, и круглые столы, и приглашение населения, так скажем, в поликлиники, да, либо какие-то большие акции республиканские. Ну, это, в общем, интересная на самом деле работа. Вот, как известно, 2024 год объявлен годом детства. В связи с этим здоровье детей и молодежи также является актуальным. Вот какие программы существуют, ну или планируете по данному направлению? Да, вообще, как вы начинали, да, так скажем, нашу беседу,
направлению укрепления общественного здоровья сейчас придается очень большое внимание. В том числе, конечно, и здоровью детей, потому что, к сожалению, вот за эти последние, так скажем, годы пандемийные здоровье детей стало хуже. Да, и если говорить о статистике, да, то дети от 0 до 14 лет в нашей республике, к сожалению, в группе здоровых, да, ну, то есть в первой группе, эта группа стала у нас гораздо меньше. То есть если в 2018 году это составляло порядка 52%, сейчас это 34%. Конечно, сыграла роль свою пандемия, когда не было возможности, так скажем, мы были ограничены все-таки в передвижениях, и в физической активности, да, поэтому это все сказалось. Это неправильное питание, низкая физическая активность, все это сказалось на здоровье детей. Конечно, абсолютно верное решение главы нашей республики объявить год детства. И действительно, нами проводится очень много мероприятий. И мы, так скажем, для различных категорий проводим различные мероприятия. Это для школьников, для студентов, это и уроки здоровья, на которых мы говорим о здоровом образе жизни, говорим о вредных привычках. Это и различные республиканские мероприятия вот в рамках тех же дней, вернее, недель, да, различных. И в этом году вообще было действительно проведено очень много активностей в этом направлении. Но они у нас, как сказать, регулярные, наверное, да. И в рамках года десятилетия здоровья нами были разработаны различные проекты. Конечно, мы будем и дальше в этом направлении работать. Сейчас активно работаем над именно, значит, разработкой нормативного документа, наверное, будет, да, у нас по питанию, все-таки по здоровому питанию, все-таки то, что мы едим, да, нужно вот об этом, наверное, больше еще говорить и все-таки какие-то нормативные акты принимать в республике. Значит, также уделяется большое внимание и именно формату общения с детьми. Да, мы в этом году защитили очень интересный проект, это мультимедийный парк здоровья. Как раз-таки это в таком современном формате донести до ребенка, до молодого человека, что же такое наш организм и как все-таки вести здоровый образ жизни, чтобы уже с детства прививать правильные привычки, чтобы с детства уже было ответственное отношение к своему здоровью. Все-таки все закладывается именно в детстве, поэтому мы активно сейчас над этим работаем. И я очень надеюсь, что мы реализуем данный проект. Он, конечно, требует больших усилий, но мы работаем над этим. Ну и есть еще различные проекты. Конечно, это сейчас мы будем работать над разработкой проекта по стоматологии. Вот как раз-таки во время выездов в Арктику, значит, мы обратили внимание как раз-таки, да, на эту проблему. И сейчас тоже готовимся в следующем году к разработке данного проекта. Тоже будет, мне кажется, интересно. Да, ну и в канун Нового года, конечно, хочется пожелать всем крепкого здоровья, берегите себя. Ну, действительно, здоровье стоит беречь с детства. Алена Михайловна, большое спасибо за интересный разговор. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Ну и, конечно, поздравляем с наступающим Новым годом и дальнейшей успешной работы на благо жителей нашей республики. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.